В Нерюнгринском районе проголосовать досрочно смогут около 1300 человек. Речь идет об оленеводах, сотрудниках метеостанций, железнодорожниках и работниках вахтовых поселков. И уже сегодня начался первый этап досрочного голосования, о котором расскажут наши коллеги из Нерюнгри. Здравствуйте, проходите. Сюда паспорт предъявляйте. В Нерюнгринском районе железнодорожники смогли проголосовать на станциях, где они работают вахтовым методом. Начальники и дежурные по станции, приемоздатчики и другие работники железной дороги отметили для себя удобство такого голосования. Удобно, потому что, в принципе, нахожусь на вахте, и то, чтобы не выезжать никуда. Приехали, проголосовал, все, отдал долг. Раз так получилось, что я на работе вахтовым методом, то так как-то. Вагон с сотрудниками избирательной комиссии для принятия голосов в труднодоступных местах тех, кто работает на железной дороге вахтовым методом, был отправлен в районе впервые. Он прошел по железнодорожным станциям Денисовский, Чульман, Чульбас, Хатыми, Аганьор и Таежный. Мы первый раз едем по железнодорожным станциям, всегда ездили на автомобильном транспорте. Очень интересно, необычно. Люди идут приветливые, приходят к нам, поэтому все замечательно проходит. Досрочное голосование продолжится до 14 марта. Сотрудники избирательных комиссий в ближайшие дни смогут принять голоса оленеводов и работников вахтовых поселков. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.